Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. А для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 60 копеек. Евро остановился на отметке 86 рублей и 15 копеек. Покупает сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Россельхозбанк. Самый выгодный курс продажи доллара и евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка. Доллар продает за 73 рубля 38 копеек, а евро за 86 рублей и 68 копеек. По итогам первой половины года в Якутии заключено более 420 тысяч договоров страхования, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий показатель собранных страховых премий за год увеличился на 24% и достиг около 3 миллиардов рублей. Причем рост отмечался во всех значимых сегментах страхового рынка. Объем премий по договорам страхования от несчастных случаев и болезней вырос в 1,5 раза и приблизился почти к 900 миллионам рублей. Повышение интереса якутян к долгосрочному страхованию жизни способствовало приросту премий на 18%. В сегменте ОСАГО сумма собранных премий за год возросла на 20% до 570 миллионов рублей. Этому в том числе способствовало, что полис ОСАГО сегодня можно приобрести как привычным способом в электронном или бумажном виде, так и на платформе Marketplace. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей теперь могут выйти на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста. Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых сотрудники проходили обучение, учтут при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Также северянам продолжат назначать повышенную пенсию в упрощенном порядке. Напомним, что при наличии на иждивении несовершеннолетних детей или детей студентов, обучающихся на дневном отделении, можно получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Новые правила пользования жилыми помещениями утвердил Минстрой России. Они вступят в силу с марта следующего года и будут действовать 6 лет. В правилах оговариваются права и обязанности собственников квартир, нанимателей квартир по соцнайму и арендаторов. Они должны пользоваться жильем с учетом соблюдения прав соседей, обеспечивать его сохранность, не допускать порчи общего имущества в многоквартирных домах. Обязаны соблюдать чистоту и порядок в квартирах, подъездах, лифтах, на лестничных клетках и в других помещениях дома. В Госдуме предлагают увеличить число россиян, которым положены льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этой осенью в Нижнюю палату парламента собираются внести соответствующий законопроект. Он предлагает снизить максимальную долю расходов на ЖКУ относительно дохода семьи. С 2023 года этот показатель планируют сделать равным 18%, а с 2025 года 15%. На данный момент в большинстве регионов страны действует максимальный размер оплаты коммунальных услуг в 22% дохода. Те расходы, которые превышают данную планку, оплачиваются из регионального бюджета. А для того, чтобы успешно сдать экзамен на права, необходимо использовать специальные подходы как к теоретической, так и к практической частям экзамена. Важно правильно себя настроить, понимая важность знания ПДД, рассказал автомобильный эксперт. Чтобы наиболее эффективно освоить теорию, эксперт советует пользоваться специальными приложениями, которые будут преподносить материал в интересной и даже игровой форме. Что касается практики, то тут поможет увеличение количества часов вождения по площадке, упражнений, необходимых именно для сдачи экзамена, отметил специалист. Сейчас к эпидобстановке еще 155 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Из них в Якутске 91. В Мирнинском и Вилюйском районах по 5 случаев заражения, в Алаиховском, Верхоянском, Дерюнгринском и Среднеколымском по 4. В Абыйском, Алданском, Ленском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Хангаласском районах по 3 случая. Еще в 15 районах заболели по 1-2 человека. За сутки лаборатории республики провели более 2600 исследований на ковид. Между тем, Роспотребнадзор пока не видит показаний к отмене масочного режима в российских регионах. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на фестивале «Таврида Арт» в Крыму.
По ее словам, отменить масочный режим можно будет, когда россияне перестанут заражаться коронавирусом. Главный инструмент, который у нас есть, это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек, отметила Попова. Она также добавила, что необходимо найти подходы, чтобы люди шли вакцинироваться, несмотря на агрессию и информационный мусор вокруг. Для реабилитации после перенесенных операций и серьезных заболеваний, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья в Мирнинской больнице установили новое оборудование. Раньше на реабилитацию мирнинцы должны были выезжать за пределы района. Сегодня комплексное восстановление можно пройти на месте. Идея о реабилитационном центре возникла 3 года назад. Общество инвалидов отправило заявку на федеральный грант и выиграло. Дополнительные средства выделила администрация района. Мы добьемся того, что больные максимально в короткие сроки будут восстанавливать свою трудоспособность. Мы должны понимать, что легче восстановить человека после операции или после перенесенного заболевания, чем потом все это дело выходит в инвалидность. Завершается прием заявлений от избирателей о желании проголосовать на предстоящих выборах с помощью дистанционного электронного голосования через механизм «Мобильный избиратель». Всего принято более 4 миллионов заявлений. При этом конкретно на участие в онлайн-голосовании поступило 2 миллиона 200 тысяч заявок из 7 субъектов России. Для подачи заявления на участие в ДЭК необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Избиратели могут подать заявление для голосования на дому на сайте госуслуг. Форма подачи заявления для голосования на дому открылась на портале. Воспользоваться такой возможностью могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования 19 сентября. Например, по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком. Прием заявлений продлится до 24 часов по московскому времени 14 сентября. Контроль за восстановлением покрытия дорог после земляных работ усилят в Якутске. Мэр столицы Евгений Григорьев поручил усилить контроль за восстановлением асфальта. Глава Якутска во время общегородской планерки сегодня обратил внимание хозяйственного блока мэрии на то, что ресурсоснабжающие организации качественно не восстанавливают асфальтобетонное покрытие по завершении земляных работ. Григорьев поручил внести изменения в регламент, обязать восстанавливать 2 слоя асфальтобетонного покрытия в соответствии со всеми нормативами. Более 200 участников соберет научно-практическая международная конференция в Мирном. Она будет приурочена к 60-летию института Якут-Днепроалмаз. Ученые обменяются результатами научно-технической деятельности, выявят перспективные пути создания и развития новой техники и технологий в горнодобывающей промышленности. Подробности далее. В этом году в феврале институт Якут-Днепроалмаз отметил 60-летие. Его создание было не только историческим, но и стратегически важным решением отечественной алмазодобывающей отрасли. С созданием института появились алмазные карьеры, обогатительные фабрики, гидротехнические сооружения, подземные рудники. Научными сотрудниками института были созданы принципиально новые технологии добычи и обогащения алмазов. Спроектированы объекты на мерзлых грунтах в сложных климатических условиях. Написаны сотни научных работ. Сегодня достижения института получили широкое признание как в России, так и за рубежом. В акционерной компании «Алроса» сложилась определенная практика. Наиболее актуальные, значимые научно-технические проблемы обсуждать широкой аудиторией с привлечением ведущих специалистов не только из России, стран СНГ, но и дальнего зарубежья. Первая научно-практическая конференция в Мирном прошла в 1991 году и касалась проблем отработки глубоких карьеров. Тема следующей научно-практической конференции – горнодобывающая промышленность в 21 веке, вызовы и реальность. И рядом со мной Иван Федорович Бондаренко, ученый-секретарь института Якут-Днепроалмаз. Иван Федорович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что за конференция, с какой целью проводится, что ожидаете от этой конференции и почему выбрана эта тема? Больших глубин достигла разработка подземным способом. Здесь возникли проблемы, связанные с загазованностью карьеров и подземных выработок, выделением газов, вопросами гидрогеологического обеспечения в связи с проблемами, связанными
с заводнением горных выработок. Вот эти проблемы, они актуальны для нас. Мы ожидаем от конференции широкого обмена мнений между учеными и организаторами производства. Мы ожидаем рекомендаций, которые позволили бы решить проблемы, которые стоят перед горной промышленностью, достичь в последующем эффективных результатов при добыче, разработке и отработке месторождений полезных ископаемых, в том числе кимберлитовых месторождений и расцепей. Спасибо большое, Иван Федорович. Ну, а я напомню, 15 сентября с 9 часов здесь, в Институте Якутнепроалмаз, начнется регистрация участников. С 10 уже стартует конференция. После совещания ученые будут работать по секциям. И уже 16 сентября подведут итоги. В Нерюнгри обновляют территорию, прилегающую к Центру культуры и духовности имени Пушкина. Заменяют тротуарную плитку. Как сообщил директор центра Сергей Кравченко, брусчатка была вложена еще в 2014 году. Необходимость ее замены возникла давно. Городская администрация нашла в бюджете средства на эти цели. Работы выполняет местный подрядчик. К середине сентября ремонтные работы должны быть завершены. В общей сложности будет заменено 800 квадратов новой плитки установлено. Также будет произведен ремонт бордюрного камня, замена и ремонт водоотводящего лотка. Подрядчик, конечно, с опозданием выполняет работу, но обещает к 20 сентября закончить. Куртка Powerbank. Школьник из Петербурга победил в международном конкурсе с проектом для полярников. Подробности в следующем материале. Шестиклассник из петербургской школы номер 619 Андрей Яковлев выиграл международный конкурс по робототехнике, разработав куртку, пауэрбанк и мотособаку для исследования Арктики. Она нужна для исследования Арктики. То есть миоуправление позволяет держать руки оператора в тепле. Элементы пельтье позволяют сохранять энергию, сохранять природную энергию и ее как бы не тратить. Для питания контроллера мы, соответственно, используем элементы пельтье как разницу температур между телом человека и температурой окружающей среды. Проект школьник создал совместно со своим ровесником из Мурманска Степаном Зарубиным. По словам преподавателя Андрея по робототехнике и нейротехнологии Станислава Петшака, победа в конкурсе откроет новые возможности для будущих проектов школьника. Ну, это классная мотивация, потому что есть еще дальше куда стремиться, есть еще более крутые вещи. То есть, и опять же, ребенок получил массу таких вещей, которые в будущем ему помогут. То есть это работа, опять же, с серьезными проектами, это может быть дальнейшая разработка этого проекта. Мальчик с ранних лет увлекается робототехникой и программированием, поэтому в школе с 4 класса стал посещать кружок «Мой первый код». Изучали мы в 4 классе pascal.abc.net, на платформе мы учили Паскаль. Значит, он прошел у нас в 4 классе всю, в общем, базу основную, то есть включая двумерные массивы. И в прошлом году, будучи в 5 классе, мы перешли на C++ успешно, где, в общем, также он, благодаря своей целеустремленности, благодаря, в общем, своей такой увлеченности программированием, в общем, тоже мы прошли всю базу на C++. По словам Андрея, во многих регионах России зимой крайне низкая температура. Поэтому изобретение куртки пауэрбанка и мотособаки, которую в дальнейшем планируется увеличить в размерах для возможности перевозки человека, теоретически можно использовать не только в Арктике, но и в северных регионах страны. Детская любознательность всегда может быть использована в положительном ключе, если школьник выразит желание записаться на дополнительные образовательные курсы. С началом очередного учебного года технопарк «Кванториум» на базе Дворца детского творчества начинает еще один сезон курсов по самым различным направлениям, среди которых IT-сфера, робототехника и даже космонавтика. Подробнее о таком дополнительном образовании расскажет наша коллега Надежда Саханская. Она сейчас на прямой связи со студией. Надежда, добрый день. Какие учебные программы уже доступны и какие перспективы открываются перед юными исследователями?
Приветствую, Сергей. Да, мы сейчас находимся в Кванториуме. Это такое место, где даже воздух пропитан знаниями, а самые дерзкие и интересные мечты воплощаются в реальность. А вот прямо сейчас мы войдем в один из, как мне кажется, самых интересных кабинетов. Он носит название Energy Quantum. И по названию понятно, что дети здесь занимаются энергетикой. Вот на таких макетах дети решают задачи, связанные с энергетикой и водородным топливом. Вот это автомобиль, который передвигается на водородном топливе, и ребята занимаются его разработкой. Пытаются сделать так, чтобы он ехал дольше и быстрее. Знаете ли, своего рода научная тачка на прокачку. А в руках у меня находится баллон с водородным топливом. Вот в такую маленькую емкость помещается 10 литров, но я обращаюсь с этим флаконом достаточно аккуратно, поэтому надеемся, что ничего из ряда вон выходящего не произойдет. А вот здесь самое интересное расположилось на этом центральном столе. Это гибридный электрогенератор. Над ним сейчас ведется работа, и о работе над этим электрогенератором нам более подробно расскажет Денис Данилов, преподаватель класса Energy Quantum. Денис Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам о том, что же это за генератор такой и что он из себя представляет. Вот, вкратце суть проекта, да, в чем заключается. Вот, дети разработали проект гибридного электрогенератора, который будет находиться условно в лесу, в избушке, и у него будет 3 источника тока. Да, то есть 3 источника тока – это солнечные панели, биотопливо и водородный генератор. И в зависимости от условий, да, то есть, допустим, днем у нас солнечные панели будут работать, да, то есть и накапливать энергию, аккумулировать ее, да, то есть и если энергии будет достаточно, то биотопливо и водородный генератор работать не будет, да, то есть все это будет у нас контролироваться через программу Arduino. Скажите, а сколько всего детей трудится над таким проектом? Вот, именно над этим проектом у нас трудится 3 ребенка. Да? Вообще идеология Кванториума заключается в том, что мы детей учим работать в команде. То есть у каждого проекта, в зависимости от проекта, да, то есть есть инженер, лидер, программист и так далее. Вот. Ну и нам известно, что этот проект в скором времени отправится покорять конкурс. Да. Что вы нам поведаете об этом? Вот этот проект стал финалистом всероссийского конкурса «Проект АШТ». И, ну, то есть один из 10 проектов отобранных. То есть, и они, вот дети должны в следующем месяце то есть, поехать участвовать в Москву. Ну что же, мы пожелаем вам удачи, победы в конкурсе и, конечно же, побольше способных и инициативных учеников. Благодарю вас, Денис Алексеевич. На этом у меня пока вся информация. Мы продолжим познавать науку здесь, в Кванториуме, и обязательно делиться самыми интересными событиями. Сергей? Надя, спасибо. Наш корреспондент Надежда Саханская рассказала о курсах доп. Образования в технопарке «Кванториум». Далее о спорте. Даниил Медведев оказался сильнее серба Новака Джоковича и выиграл US Open. В решающем матче россиянин одержал победу в 3 сетах с одинаковым счетом 6-4. Соперники провели на корте 2 часа 17 минут. Для 25-летнего россиянина это первая в карьере победа в турнирах серии «Большого шлема». До этого он дважды выходил в финалы мейджоров, но оба раза проигрывал. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев торжественно вручил ключи от автомобилей чемпионам Олимпийских игр в Токио. Церемония прошла в Кремле. По сообщениям СМИ, автомобили российским спортсменам предоставил фонд поддержки олимпийцев. Золотые медалисты получили BMW X5, серебряные и бронзовые BMW X3 различных комплектаций. Автомобили для олимпийцев были припаркованы на Ивановской площади Кремля. Вместо номеров у машин временно установили именные таблички. Всего олимпийцам предоставили 77 машин, из них 31 получили золотые медалисты. Искренне поздравить вас с теми замечательными результатами, которых вы добились на летних Олимпийских играх в Токио. Завоевали медали в
красивой. Ну, борьба всегда упорная, она не бывает легкой. Вот. Ну и продемонстрировали выдающиеся результаты, продемонстрировали свою отличную форму. Прежде всего я хочу выразить огромную благодарность вам, потому что я уверена, что не только мне, но и все, кто здесь сейчас находится, очень приятно получить такие драгоценные подарки. Еще я хочу поблагодарить всех людей, которые работают в фонд поддержки олимпийцев. Честно говоря, меня сейчас переполняют эмоции, так как огромная честь была сейчас участвовать на Олимпиаде и быть среди всех самой юной. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации победителей и призеров 16-х Паралимпийских летних игр. Так, кавалерами Ордена Дружбы стали 39 спортсменов. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени будут награждены 37 спортсменов, в числе которых мастер спорта международного класса по стрельбе из лука якутянка Степанида Артахинова. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени отметят 38 спортсменов. А воспитанники якутской школы борьбы показали высокие результаты на завершившемся в Минске юбилейном 50-м по счету международном турнире Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведь. В активе наших борцов 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Победителями турнира стали легионеры сборной Белоруссии Ариян Тютрин в весовой категории до 57 килограммов. В финальной схватке он вырвал победу со счетом 5-4 одного из лидеров в сборной России Муслима Садулаева. Второе место у Андрея Бекренева в весовой категории до 61 килограмма. И тем самым борец завоевал путевку на чемпионат мира, который через месяц стартует в Норвегии. В финале со счетом 6-1 он выиграл у казахстанского борца Армена Аганесяна. Серебряная награда удостоился тяжеловес Максим Томачев, выступивший в весовой категории до 97 килограммов. Бронзовые медали завоевали Федор Постников в легком весе и капитан сборной республики Нюргун Сергин в категории до 65 килограммов. В Нерюнгри прошло награждение спортсменов, которые упорным трудом и целеустремленностью прославляют район на спортивных аренах. Победители и призеры соревнований получили денежные сертификаты от главы района. В торжественной обстановке были награждены спортсмены-победители 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары», 4-й спартакиады зимних видов спорта Республики Саха-Якутия и чемпионата Республики Саха-Якутия. В этот раз в зале администрации были награждены более 50 человек. Это как сами спортсмены, так и их тренера. Мы заняли 2-е место по хоккею шайбой в 4-й зимней спартакиаде города Якутска. Нам очень приятно то, что о нас не забывает глава Нерюнгринского района, поощряет нас денежной компенсацией какой-то в размере 30 тысяч рублей. Это очень приятно, как и в целом, думаю, для всех спортсменов. Борьба за повышение спортивного мастерства сочетаются с повседневной трудовой или учебной деятельностью спортсменов. Поэтому успех во многом зависит от настойчивости, дисциплины и стремления добиваться высоких результатов, что и демонстрируют те, кто был удостоен получить награды в этот день. В своем обращении к спортсменам Роман Щегельняк отметил необходимость возрождать величие спорта в районе. Для этого предложил создать спортивный совет. Да, это обыкновенный совещательный орган, где будут приглашены спортсмены, ведущие, да, значит, ветераны спорта, тренера различных уровней, как взрослых команд, так и детских команд, учителя физкультуры. Вот мы будем совместно со спортивным комитетом нашего района, я буду обязательно участвовать в работе этого совета, вырабатывать единую доктрину, единые такие вот важные вещи, которые способствовали развитию спорта, причем массового спорта. Успехи наших спортсменов сегодня – это здоровое поколение и процветание города завтра. Это всегда праздник для тех, кто любит спорт, кто пропагандирует здоровый образ жизни, стремится к физическому совершенству, кто полон бодрости, оптимизма и жизненной энергии. У нас есть множество поводов гордиться своими земляками. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Идем далее. В Татарстане отметили традиционный праздник День коня. Программа состояла из скачек чистокровных, полукровных и местных пород, а также конкурса по борьбе на лошадях. В этом году формат конных состязаний получил международный статус. В популярных забегах на 40, 80 и 120 километров приняли участие спортсмены из Татарстана, представители российских регионов и стран ближнего зарубежья. На коротких дистанциях до 2 километров соревновались лошади татарской породы
победы. Призовой фонд турнира составил 2 миллиона рублей. В Эстонии завершился Таллинский марафон. Первое место занял кениец Ибрагим Мукунга Вачира. Второе место и титул чемпиона Эстонии получил Дмитрий Аристов, уступивший лидеру 12 секунд. Третье место завоевал эстонец Александр Кулешов. Программа марафона 2021 года с участием тысяч бегунов и любителей спорта включала в себя забеги на 5 и 10 километров, полумарафон и классический марафон. Были предусмотрены и детские забеги. Я просто любитель, и сегодняшняя трасса отличная. Спасибо всем тем, которые участвовали и подготовили эту трассу, потому что во время ковида это, конечно, отлично, что у марафонистов была возможность участвовать в марафоне. Спасибо вам всем. 3 круга на марафоне не всегда хорошо бежать, но, в принципе, сегодня понравилось, что такая команда поддержки была большая. И было интересно видеть все время поддержку. Сегодня, 13 сентября, отмечается День парикмахера. В руках мастеров парикмахерского дела стрижка, покраска, укладка – это люди, которые творят нашу красоту. Какими еще событиями запомнился этот день, расскажем далее. На календаре 13 сентября. Сегодня отмечают День рождения бионики, День знакомства детей с кухней, День арахиса, День печенья с предсказаниями, День позитивного мышления, Международный день шоколада, День йоги в России, День шарлоток и осенних пирогов, а также День рождения пенициллина. Свой профессиональный праздник отмечают парикмахеры, стилисты, универсалы и модельеры. В Международный день парикмахера традиционно проводят конкурсы и соревнования «Лучший парикмахер-стилист», «Лучший креативный парикмахер», победителям вручают дипломы и награды. По народному календарю в эту дату почитают память мученика Киприана Карфагенского, епископа. В этот праздник ходят собирать клюкву, которую в народе называют журавлиной. Поводырем выбирают человека, рожденного 13 сентября. Считается, что ему известно, где растут самые крупные и спелые ягоды. Традиционными блюдами являются пироги и кисель с клюквой. Также к этому сроку начинается сбор урожая корнеплодов – моркови, свеклы, репы, картофеля. А громкое курлыканье журавлей сулит скорый дождь. События в этот день. В 1736 году был основан город Челябинск. В этот день в Российской империи издан указ об ограничении рабочего дня на фабриках 15 часами. В Петербургской академии наук издан первый географический атлас российский. Совет министров СССР принял постановление о бесплатной выдаче молока рабочим и служащим, занятым на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. В Москве Алексей Кортнев и Валдис Пельш создали музыкальную группу «Несчастный случай». В этот день родились Джон Бойтон Присли, английский писатель, драматург, театральный режиссер. Роальд Даль, английский писатель, мастер парадоксального рассказа. Сергей Непобедимый, советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик. Зоя Космодемьянская, советская партизанка, герой Советского Союза. Жаклин Бисет, британская и американская киноактриса. Александр Розенбаум, советский российский певец, поэт, композитор, актер, народный артист России. Илья Сигалович, российский программист, предприниматель, один из основателей компании Яндекс. Именины сегодня отмечают Ян, Михаил, Мирон, Иван, Дмитрий, Геннадий, Вальдемар, Владимир, Александр. В Крыму завершился фестиваль «Таврида Арт», который объединил лидеров изменений во всей России и стал самой большой площадкой страны для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Фестиваль впервые прошел в новом расширенном формате и объединил различные аудитории, которые редко активно взаимодействуют в повседневной жизни. Цель такого объединения – обмен опытом, компетенциями и смыслами. Также в рамках «Таврида Арт» состоялся фестиваль авторской песни, моды, исторической реконструкции, воздушных фигур, гастрономический фестиваль и другие.
В Москве установили 7 зеркальных матрешек в золотых кокошниках. Арт-объект в виде традиционной игрушки в новом прочтении не оставил равнодушными жителей и гостей столицы. По словам автора проекта Татьяны Лискутовой, каждая скульптура имеет свой размер, который символизирует разные этапы развития человека – физически, интеллектуально, социально и духовно. Как рассказывают авторы, арт-объект создан как напоминание современным людям о вековых традициях и быстротечности жизни. Традиционная культура переплетается с образом современности и привлекает внимание проходящих мимо жителей и гостей столицы. А в городе Tudela на севере Испании выбрали самый уродливый помидор. Победитель получил в подарок копченую свиную ногу. Подробности расскажет Артем Сторонов. Десятки человек в воскресенье приняли участие в конкурсе на самый уродливый выращенный ими помидор. Ежегодные состязания проходят в городе Tudela на севере Испании. Свои морщинистые и покрытые наростами и впадинами овощи приносят показать многие местные фермеры. Обладателя первого места выбирают всеобщим голосованием. Победителем стал помидор номер 115, набравший 42 голоса. Супруги Марисоль и Висенте Мартинес, вырастившие томат-победитель, получили в качестве приза целую ногу иберийского хамона. Они рассказали, что выигрыш стал для них полной неожиданностью. Правда, выбором самого уродливого помидора конкурс не ограничивается. Здесь также выбирают самый красивый и вкусный томат. Дегустацию проводит экспертное жюри. Гигантскую тыкву весом 300 килограммов вырастил кубанский фермер Армен Кулаксзян из Тбилисского района. Бахчевыми культурами увлекается уже более 20 лет. В этом году он решил побить все рекорды. На фестивале тыкву поднимали краном. Вес овоща составил 294 килограмма, и это не предел. В следующем году Армен намерен побить свой рекорд – вырастить тыкву в 600 килограммов. А швейцарец Бенни Майер, обладатель рекорда в книге Гиннесса, вырастивший самую большую тыкву за всю историю наблюдений весом в 1054 килограмма, считает, что особого секрета нет. Натуральные удобрения, много солнечного света, искусное применение агротехники и хороший полив. Между тем, урожай картофеля, овощей и сена в Ленске в этом году пока ниже показателей прошлого. Если сенокос уже на завершающей стадии, то с уборкой сельхозкультур все только впереди. Хватит ли ленчанам запасов на зиму и какие приспособления для сельхозработ придумывают изобретательные ленчане, узнавала Анна Кожевникова. Эта осень, как плаксивая дама, стучит в окна ленчанам затяжными дождями, а холод пробирает до костей. Копать картофель в такую погоду не очень приятно, но не все успели убрать огороды в теплые дни. Да и многие ждали солнца, чтобы корнеплоды еще налились. В этом году урожай картофеля немного хуже, чем в прошлом. Причиной тому неблагоприятные погодные условия. Половина лета стояла засушливым и жарким, половина задымленным из-за пожаров. Ни солнце, ни дождь не могли пробиться сквозь клубы дыма. С этого огорода обычно выходит по 15 кулей картофеля. Будем надеяться, что и в этом году урожай будет не меньше. Немного лучше урожай на частных плантациях, где хозяева в течение лета поливали картофель. Он вырос отборным. Анатолий Иванович Голяпин – опытный овощевод. В этом году для упрощения процесса уборки картофеля он придумал лайфхак. Да чтобы вилы не поднимать, так как они тяжелые. Раз, и больше усилий нет. Если на частных подворьях картофель уже практически выкопали, то фермеры Ленского района только приступают к уборке своих плантаций. Показатели пока немного ниже прошлогодних – 77 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году они составляли 103 центнера на гектар. Если считать позапрошлый год, у нас был план 7777, мы собрали около 8000 тонн. В прошлом году у нас уже чуть меньше получилось, 7500 тонн при плане 8. И в этом году у нас уже план меньше по Минсельхозу, 7150.
Но пока делать какие-то выводы рано. Овощей убрано всего 3 гектара. Но еще все впереди. Ленский район входит в десятку лучших по обеспечению сельхозпродукции. Что касается сена, план на этот год 6299 тонн. Выполнен на 78%. Но для корма того скота, который имеется у фермеров, необходимо 5000 тонн на зимовку. Поэтому трудностей возникнуть не должно. Но еще и не все закончили сенокос. Из 11 наслегов только 2 на Торинский и Ярославский. Остальные ждут бабьего лета. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. И в завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня облачно, температура воздуха плюс 16, вечером плюс 12, ночью ожидается дождь и плюс 9, ветер до 4 метров в секунду. В Нерюнгри тоже облачно, днем плюс 11 градусов, ветер до 3 метров в секунду, вечером незначительно похолодает до плюс 9, ночью плюс 7. В Ленске плюс 12 и тоже облачно. К вечеру температура опустится до плюс 9 градусов. Ночью немного холоднее, плюс 6. Ветер 3 метра в секунду. В алмазной столице сегодня временами дождь. В Мирном плюс 12. Ветер также 3 метра в секунду. Вечером похолодает до плюс 10. А ночью столбики термометров опустятся до плюс 6 градусов. И в столице республики сегодня солнечно, в Якутске днем плюс 21 градус, настоящее бабье лето, однако ночью облачно. Столбики термометра опустятся до плюс 8. Слабый ветер 1 метр в секунду, давление 754 миллиметра ртутного столба. К этому часу это вся информация. Спасибо, что ближайший час провели вместе с нами. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.